эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Площадь разлива нефтепродуктов на реке Вилюй устанавливают в Якутии. Итоги первого дня соревнований игры Дыгына подвели в республике. Сегодня пройдет заключительный день турнира. День молодежи празднуют в России. Органы прокуратуры республики продолжают проверку по факту разлива нефтепродуктов в районе каскада Вилюйская ГЭС в Мирнинском районе. Дается оценка соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды, причинам и условиям нанесения вреда водным биоресурсам. Производится расчет площади разлива и причиненного ущерба. Напомню, разлив произошел 25 июня предварительно из бака аварийного слива масла ГЭС-2 вследствие короткого замыкания трансформатора. На территории республики продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами. Охваченную грозовыми молниями Якутию тушат более 2000 человек. На помощь срочно прибывают парашютисты-десантники из соседних регионов. Накануне к тушению дополнительно приступили 30 парашютистов-десантников из Бурятии и 47 работников-парашютистов-десантников из Забайкальского края. Ожидается срочное прибытие еще авиапожарных Амурской авиалесоохраны и авиалесоохраны еврейской автономии. Помощь региону в тушении лесных пожаров уже оказывают более 380 парашютистов-десантников федеральной, Хабаровской и Приморской авиалесоохраны. На пожарах, куда возможна доставка техники, работает более 270 лесопожарных бульдозеров, тракторов, автоцистерн, машин повышенной проходимости. Задействовано 67 самолетов и вертолетов. Наиболее сложная обстановка сохраняется в республике Саха-Якутия, где действует 141 лесной пожар на площади более 65 тысяч гектаров. В регионе высокая грозовая активность, сильная ветровая нагрузка. Действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. 10 пожаров локализованы, в том числе 2 пожара в непосредственной близости населенных пунктов с участием федеральной авиалесоохраны. 86 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в республике за сутки. В Якутске 55 случаев, в Алданском районе 6, в Амгинском и Мирнинском районах по 5 заболевших, в Вилюйском и Нерюнгринском районах по 4, в Хангаласском районе 3, в Жиганском 2 инфицированных, в Верхневилюйском и Намском районах по 1. За сутки лабораториями республики проведено 2646 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего в республику поступило 220 717 доз вакцины. Первую вакцину получили 200 771 человек, вторую – 166 067 человек, в том числе 38 016 лиц старше 60 лет. Использовано почти 91% от общего объема вакцины, поступившей в республику. Лидером игр Дыгына по итогам первого дня стал Николай Матананов из Таттинского улуса. Итоги первого дня соревнований подвели в республике. На втором месте с 12 очками расположился Вячеслав Дьяконов, представляющий Намцы, и третью позицию, заработав 14 очков, занимает Павел Друзьянов из Чурапчи. В состязаниях по масс-рестлингу досадную травму получил один из фаворитов турнира, 4-кратный чемпион игр Егор Филиппов, травму задней мышцы бедра. Далее он отказался продолжить поединок. Об его дальнейшем участии станет известно сегодня. В шестерку лучших пробились Артем Варданян, Егор Филиппов и Дюлустан Наговицын. Даже несмотря на условия пандемии, то, что сейчас проходят эти соревнования, тоже очень хорошо для того, чтобы ребята не теряли свою форму, чтобы тот задор, тот опыт, который они накопили в течение года, чтобы они не растеряли это. Ведь это для них результат целого года труда. Сегодня во второй день в рамках турнира пройдут 4 этапа: стрельба из лука, хапсагай, бег на 400 метров, переноска камня. Прямую трансляцию также покажет и наш канал. Состязания начнутся с 12 часов дня. Игры Дыгына всегда проходили во время национального праздника Исэх в местности Усть-Хатын. В этом году из-за пандемии турнир решено было провести на стадионе Туймада без участия зрителей с соблюдением всех санитарных норм.
Победитель получит 1 миллион рублей, второму призеру достанется квадроцикл, третьему призеру в качестве приза вручат мотоцикл. Жаркие схватки продолжатся и сегодня. Сегодняшний день может полностью изменить исход соревнований. А торжественное открытие долгожданного республиканского праздника Эсэх Аланхо в Алекминском районе состоялось накануне. Приветствуя гостей и участников, глава Якутии Айсен Николаев горячо поблагодарил всех за отличную организацию и пожелал гостеприимной Алекминской земле дальнейшего процветания. Подробнее в следующем сюжете. В Алекминск прибыл глава республики Айсен Сергеевич Николаев. Этот визит особенный Эсэх Аланхо. Церемония открытия прошла на едином дыхании. Зрители не отрывали глаз от сцены, где разворачивалось красочное представление. Не мешал зрителям и дождь, который щедро окропил все вокруг. Тем временем глава Якутии Айсен Николаев торжественно устанавливает символ Эсэх Аланхо Дык-Дуага. Асуохой традиционный обрядовый круг был сплетен в несколько колец. Эсэх Аланхо состоялся. Сегодня на Алекминскую землю пришел долгожданный Эсэх Аланхо. Он должен был пройти в прошлом году, но из-за пандемии мы его перенесли на год. И сегодня Эсэх состоялся. Я считаю, что очень хорошо, что сегодня как раз пошел такой легкий дождь. Это для земли, иссушенной зноем, которая здесь стояла последние месяцы, тоже очень важно. И сегодня, конечно же, наш Эсэх Аланхо, он символизирует дружбу, сплоченность всех народов нашей Якутии. И здесь, на Алекминской земле, уже почти 4 столетия вместе живут и эвенки, якуты, русские, представители многих-многих других народов, живут в мире, в согласии, в дружбе. И сегодня, благодаря их совместному труду, их стремлению вперед, Алекминский район является одним из тех районов, в котором мы видим и промышленное развитие, и развитие сельского хозяйства, развитие восстановления лесной промышленности. Уверен, что еще много трудовых побед будет здесь, в Алекме. И вот сегодняшнее событие, когда мы все сплачиваемся, это сплочение не только здесь, но и всей нашей Якутии в ее устремлении вперед. С праздником, с Эсэхом Аланхо! По завершении церемониальной части Айсен Сергеевич посетил ряд тюсюльге, запевателей Асуохой, аланхасутов, мастеров. Очень интересной и долгой получилась встреча с молодежью, юными журналистами и волонтерами. Из обычной встречи получился настоящий живой диалог, в котором глава ответил на большинство поставленных вопросов. И вот, поскольку Эсэх – это национальный семейный праздник, очень интересно услышать, каких традиций придерживается ваша семья. Эсэх, конечно, это мой любимый праздник. Я сколько себя помню, столько я помню Эсэх. Вот, поэтому, конечно, у меня в семье этот праздник всегда почитался. Мой дедушка был знаменитый Аланхосуд, Тоиксуд. Он очень много районных эсэхов в Верхневилюйске открывал. Постоянно он открывал, пока был жив. Вот. И, соответственно, для меня Эсэх – это, конечно, вся его мифология и так далее, она мне очень близка. Ну и слава богу, что и в моей семье то же самое. Мы с женой очень всегда трепетно относимся к празднику. Кроме встреч в долине Аньях, глава Якутии принял участие в церемонии подписания соглашения между Спасским муниципальным районом Татарстана и Алекминским районом Республики Саха-Якутия. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Напомню, сегодня телеканалы НВК Саха, Якутия-24 и Мамонт покажут в прямом эфире церемонию закрытия Эсэха Аланхо. Начало трансляции в 17:00. В России сегодня отмечают День молодежи. Свою историю праздник ведет со времен существования СССР. До 1993 года он назывался Днем советской молодежи. Юность и молодость – это не только прекрасные периоды в жизни каждого человека, но еще и особое состояние души. Это время дерзаний, поисков, открытий и реализации самых смелых надежд. В России очень многое делается для того, чтобы молодежь имела прекрасные перспективы.
Более 500 детей Мирнинского района получили работу в трудовых лагерях региона. Для многих подростков это первый рабочий опыт. У ребят все по-взрослому. Распорядок, должностные инструкции и обязанности. Ну и, конечно, зарплата. Сколько можно заработать за лето подростку, трудясь на благо города, и только ли материальный стимул привлекает школьников в трудовые лагеря, выясняла Юлия Подкорытова. Каждое утро десятки детей выходят на улицы города. Одни убирают город, другие становятся аниматорами для ребятни. Это не развлечение, а настоящая работа для подростков. Но в трудовом лагере они не только зарабатывают деньги и помогают благоустраивать город, но и учатся чему-то еще. Пожалуй, главное знание, которое ребята получают, ежедневно подметая улицы и убирая мусор, ценность чужого труда. Мы теперь осуждаем тех, кто мусорим, сами стараемся не мусорить. Если увидели кого-то, делаем замечания, стараемся их научить, даже тех же самых маленьких детей. На первых трудовых сменах у ребят все как на настоящей работе. Распорядок, должностные обязанности и инструктажи перед выдачей задания. Правда, у работодателей есть свои секреты организации труда. Трудовой сезон ребята получают от 22 до 24 тысяч рублей. Это помогает нам финансово, чтобы не просить постоянно деньги у родителей. Также для нас это как правильное распределение времени. Вместо этого я мог заниматься какими-то неполезными для вещами. Сейчас я помогаю и себе, и городу. На карманные расходы этим летом в трудовых лагерях заработают 500 подростков. Среди них и ребята с ограниченными возможностями. Открытие отряда «Мир без границ» – новаторская идея Мирнинского района. Подобных смен в Якутии нет. Работа и для детей с ограниченными возможностями предусматривает прежде всего, это не только какую-то трудовую деятельность, прежде всего это работа досуговая, это работа, связанная с развитием детей, это работа, связанная с организацией другими мероприятиями, в том числе игровыми процессами. Пока одни трудятся на благо города, другие проводят досуг с детворой на детских площадках. Быть дворовым вожатым – не самая легкая работа. Нужно ладить с детьми и находить с ними общий язык. У нас проходили инструктажи по оказанию первой медицинской помощи, по работе вообще с детьми, как с ними общаться, контактировать, что делать в тех или иных ситуациях. Дворовые вожатые уже набрались опыта в занятиях с детьми. Малышам на занятиях скучать не приходится. Они уже достаточно опытные, и мне уже как педагогу здесь остается только наблюдать, контролировать и подсказывать. Работа трудовых лагерей продлится до середины августа. После этого у ребят останется первый рабочий опыт, теплые воспоминания и вопрос – куда потратить заработанный капитал. Юлия Подкорытова, Кирилл Шолохов, Александр Еремин. Телеканал «Алмазный край». На этом все. Оставайтесь с нами.